Снежная зима может сказаться на популяции косуль. В Хангаласском Улусе идет подкормка копытных животных. Это ежегодное зимнее мероприятие, призванное сохранить популяцию косуль, лося, изюбра и других парнокопытных. О спасении животных в центральной части республики сюжет Виолетты Засимовой. Многоснежная зима – серьезное испытание для диких копытных животных. В случае установления глубокого снежного покрова и образования наста, добывание привычного корма и передвижение животных становится затруднительным. В таких условиях возрастает естественная смертность молодняка. Чтобы не допустить сокращения численности копытных на территории ресурсного резервата Джерано, госинспектора охраны природы собирают и подкладывают корм для зверей в специализированные подкормочные площадки. Вылаживаем веники, высушенные, заготовленные летом, и сено в кормушках. Кормушек у нас 5 в ресурсном резервате. Они все расположены в разных местностях. Начать подкармливать и тем самым спасти популяцию сибирских косуль на территории Улуса призвал общественный инспектор по охране окружающей среды Сергей Землянский. По его словам, в последнее время наблюдается падеж косуль именно в центральной части республики. Я мониторю ежедневно, можно сказать, просторы интернета. И судя по постам, выкладываем людьми, очень много постов о падеже косуль, слабых косуль. То есть идет нехватка питания. Вот, прочитав, я тоже написал пост, и ко мне стали обращаться охотники, неравнодушные люди. На призыв Сергея Землянского откликнулись охотники-любители из города Покровска и выехали на территорию охот-угодий общего пользования, чтобы соорудить импровизированные кормушки. Вот собрались с друзьями-охотниками, привезли зерно, сено, соль. Посмотрели примерно в Ютубе, как это дело делается. Первый раз, никто никогда не занимался. Ну, может, другие потом, глядя на нас, тоже начнут подкармливать. Зимняя подкормка копытных будет продолжена как государственными инспекторами, так и общественниками. Между тем, в феврале в Якутии стартует зимний маршрутный учет. Этот учет проводится с целью определения количества диких животных, по итогам которого устанавливаются квоты добычи на предстоящий сезон охоты на определенном участке охотугодий республики. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.